оглашается протокол по делу административного правонарушения. В протоколе административного правонарушения указывается, что 26 августа 2016 года в 10 часов 10 минут кандидат депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 6 созыва Кузьмин Вадим Николаевич, находясь в помещении окружной избирательной комиссии по Витебскому дорожному избирательному округу номер 19, расположенному по адресу Витебской улицы Космонавтов 3А, умышленно повредил два общих плаката с биографическими данными кандидатов в депутаты путем перечеркивания шариковой ручкой своего изображения и анкетных данных, тем самым повредил печатные материалы, относящиеся к выборам, причинил материальный ущерб окружной комиссии по Витебскому дорожному избирательному округу номер 19 на общую сумму 3,45 белорусских рубля. Чем совершил административное правонарушение, предусмотрено статьей 9.11 КОАП Республики Беларусь. Вот такой протокол. Он вам понятен? Не совсем. Что непонятно? Дело в том, что я не знаю, что на меня был составлен протокол. Повестку я не получал, я только получал угрозы по телефону. Лично от председателя. Нет, само содержание протокола вам понятно? Ну да, содержание понятно. Но я не знаю, откуда он появился. Я только узнал это, получив от вас повестку на улицу Кирова. Копию вот этого протокола административных правонарушений получили? Да, я когда к вам прибыл, вы мне вручили по повестке. И девушка, по-моему, вы мне позвонили по телефону. С протоколом согласны, не согласны? Я с протоколом не согласен. Разъясняется вам еще также ваши права, предусмотренные частью 4 статьи 2.3 КоАП Республики Беларусь, что никто не должен принуждаться к даче показаний против самого себя, членов семьи, своих близких и родственников. Это вам понятно? Так точно. Понятно. Пояснение будете давать по протоколу? Не понял. Пояснение будете Да, давать? пояснение я могу подать, что я не знаю, откуда этот составлен протокол. Когда мне после угрозы председателя окружной комиссии по телефону... Понятно. Знаете что, давайте, наверное, чтобы не возвращаться обратно, давайте Нет, сначала по вопросам, да, а потом свободно рассказать. Хорошо. Я не знаю, откуда появился этот протокол. Мне никто в известность об этом не ставил. Понятно. Значит, вы являетесь депутатом? Да, кандидатом в Палату представителей 6-го созыва по Витебскому железнодорожному округу номер 19. Ваша честь, я хочу еще добавить, что я по этому округу тоже был кандидатом в депутаты 5-го созыва. И все вопросы, которые мы решали именно с этой комиссией. Было совсем другое отношение. Сейчас оно резко, не знаю, почему-то поменялось. Именно как для меня, кандидата в худшую сторону. Я не первый раз участвую в выборах. Свои данные вы предоставляли? Да, дело в том, что я точно так же я предоставлял все свои данные по анкете. Но что самое интересное, при мне председатель окружной комиссии открыл файл, где все мои данные были прошлого созыва. 5-го. Да, 5-го. Она сказала, вот Вадим Николаевич. Я говорю, если у вас есть, но она говорит, все равно, чтобы не было у нас мало ли что, я представил все дублирующие документы. Хотя те документы у них находились уже в файле, и они с ним работали в компьютере. Так, что произошло 26 августа? Дело в том, что я постоянно участвую от оппозиции во всех выборах, начиная местных, там, только не выдвигаюсь президентом, кандидатом. Во всех выборах я знаю, как происходит та или иная процедура. Мы приходили, когда меня зарегистрировали, в принципе, никаких вопросов не было. Но после того, как я приходил в избирательную комиссию, вот эти файлы появились. И, как говорится, я всегда говорил, вы мне сообщите, когда будет заседание, когда будут решаться вопросы. Мне это убеждали, что Вадим Николаевич, тем более вы здесь рядом, 2 шага, буквально 2 шага Кирова-1, это было. И здесь, я не знаю, поймите, что я сейчас немножко с этой выборной кампании не помню какого числа. Я когда пришел, наверное, 26-го на
в окружную избирательную комиссию по утверждению списка своих доверенных лиц. И я увидел огромный плакат, который висел, вот, и где было указано, что данные вообще совсем другие, которые я хотел, чтобы они были. И было указано, что имеет судимость, и полностью было раскрыто. Так как у меня уже была эта возможность, уже это данные эти указывали, потом через 5 дней, в газете я там дал, было опроверждение. Это через прокуратуру они не имели права. Если они указывают судимость, они должны были указать судимость погашена. Председатель окружной комиссии сказал, что Вадим Николаевич, типа того, что выйдите вон, это все согласовано. Если хотите, обжалуйте решение. Не согласен, пишите. Я взял ручку, так как был эмоциональный, зачеркнул и написал, расписался. Не согласен и расписался, вышел. Вот все мое решение. Я просил в этот текст и председателя включить важный для меня дело. Но если они хотят судимость, но я хотел, что я являюсь участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС для Беларуси. Они почему-то не включили, ни они. Но самое интересное, что заседания не было. Текст со мной не согласовывался. Хотя раньше это все согласовывалось, мы с ними, да, вот 5-го созыва. Все под роспись. Я писал, что с текстом не согласен. Они проводили комиссию и говорят: Вадим Николаевич, ваше несогласие мы отодвигаем в сторону. А мы так решили. И вот этот плакат. Вот 5-го созыва. Вот он. Вот он текст. Там нету ни судимости, ничего. И то же самое. Когда вот этот конфликт возник, вернее, не конфликт, я просто эмоционально подошел и расписался. Вот именно, что я попросил, подошел к председателю, говорю: поймите, что вы совершаете нарушение. Вы же уже наступали на эти грабли. Я говорю: надо указать судимость погашена. Я говорю: золотые слова. Она говорит: это подразумевается. Я говорю: понимаете, если вы поступаете по закону, и я буду писать, пишите, что вы не согласны. Я и написал на плакате, что я не согласен. Когда мне окружная вот эта комиссия, это председатель, не хочу, да, и мне начало по телефону звонить, когда я уже ушел, вот, что мы вас заставим, вы сядете в тюрьму, вы уголовник, вот, конечно, я тоже начал там эмоционально говорить, бросил трубку. Буквально через полчаса раздался звонок из милиции. Я удивляюсь оперативно. Именно звонил представитель уголовного розыска, который настойчиво мне приходил, что придите, пожалуйста, в милицию по вашему делу. Я ему говорю: так как я кандидат, и у меня сейчас предвыборная кампания, у меня была запись на телевидении, вот, я ему предложил, говорю: пожалуйста, я не знаю, в каком я качестве должен приходить, пожалуйста, пришлите мне повестку. Он сказал: хорошо, и положил трубку. Но дело в том, что я хочу, ваша честь, добавить, что 28 или 29 июля, когда я собирал подписи за левых кандидатов около вокзала, около фонтана, где есть 1000 видеокамер, в отношении меня была совершена провокация. Мне угрожали там расправой, угрожали все. Короче, мне сорвали пикет. Я позвонил в милицию, попросил, чтобы милиция прибыла, или железнодорожного района, или с вокзала. Задержали этого провокатора. Милиция прибыла через 37 минут. ОМОН, короче, пикет все закрыл. До сих пор нету ответа. Как мне сказали, что камеры на вокзале одновременно запотели. Но почему-то вот это вот, то, что я написал на плакате, не согласен, через полчаса меня уже вызывает не просто милиция, а, по-моему, начальник уголовного розыска.